Предлагается дополнить абзац 2 пункта 1 статьи 1, указав, что экстремизмом признается нарушение территориальной целостности Российской Федерации, в том числе отчуждение части ее территорий. Таким образом, терминология данного закона будет приведена в соответствии с Конституцией и позволит избежать двусмысленного или неопределенного толкования целостности Российской Федерации. Поскольку в Конституции закреплен прямой запрет на отчуждение части территории Российской Федерации, либо на осуществление иных действий, направленных на нарушение территориальной целостности, предлагается дополнить Уголовный кодекс Российской Федерации новой статьей 280.2 «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации». В качестве наказания предлагается предусмотреть лишение свободы на срок от 6 до 10 лет. Что это означает? Вот мало того, что они внесли поправки в Конституцию Российской Федерации о том, что нельзя неконституционно вообще обсуждать вопрос передачи земель, так они еще и приравнивают отчуждение территории России к экстремистской деятельности, да, и предлагают открывать уголовное производство против людей, которые там что-то там скажут от 2 до 6 лет. Ну, нас с вами не должно удивлять, что Россия возвращается к своей исторической судьбе и становится тоталитарным государством. Это тоталитарное государство, причем это хорошо видно на примере вот этого дяди, которого мы слушали, потому что те, кто наблюдает за российской политикой, помнят, что Павел Крашенинников вообще-то попал в Российскую Госдуму в 1999 году как член партии, ультралиберальной партии «Союз правых сил», который всегда выступал за западный вектор. А сейчас, так сказать, колеблясь вместе с линией партии, данный персонаж вот приступил вот к такому огромному, тщательнейшему вылизыванию задницы начальства и, собственно, к разговорам о том, что у них там, ну, то есть, они же, депутаты российские, предлагают все более и более идиотские инициативы, чтобы понравиться начальству. Это же такая игра. Чтобы царю понравиться, надо вот генерировать как можно больше бреда.